Здравствуйте, это программа «7 дней плюс» у Светланы Кадыровой. Итак, этот год в Татарстане – год научно-технологического развития. Это принято решением Раисы Республики Рустама Минниханова. Вот о том, как сегодня наука работает в бизнесе, вопреки, благодаря, говорим с замечательным гостем. Сегодня с нами Артем Владимирович Барахтин, генеральный директор компании «Аркадим». Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, компания – это резидент технополиса «Химград». Понятно, что выбирали на условиях каких-то налоговых льгот, преференций. Почему пришли туда? Для начала? Ну, на самом деле, Или когда... это статус дает, то, что ты резидент технополиса «Химград»? Не знаю, кому-то, может, дает. Для нас это было просто банальное удобство. Никаких преференций у нас по налогам нет. Удобное место расположения. Удобно, что здесь находится много компаний, с которыми можно настроить определенное сотрудничество, ну, то бишь кооперация. Мы достаточно много производим продукцию, которую отправляем нашим клиентам транспортной компании. Рядом, пожалуйста, деловые линии в шаговой доступности. Вот. Рядом находятся компании, которые у нас, скажем так, на субподряде. Там компания по лазерной резке, буквально рядом, где мы заказываем ряд деталей. Есть еще компании, которые мы, скажем так, с которыми мы постоянно сотрудничаем, что-то у них заказываем, потому что у нас не весь парк оборудования. Ключевое – это удобство. Да, это удобство и кооперация. Хорошо. При этом вы уже сказали, что многопрофильная конструкторская производственная компания. Одно из основных направлений – производство и внедрение промышленных роботов собственной разработки. Да. Что это такое? Давайте переводить. Да, скажу, во-первых, без ложной, как говорится, скромности, мы первые в России, кто начал производить отечественные промышленные роботы. Первый наш робот был произведен и поставлен нашему заказчику в январе 2015 года, 2015 года. 9 лет тому назад первый промышленный робот вышел... Да, у нас с нашего завода. Кроме роботов мы еще производим гибкий кабельный канал. Это такая специальная пластиковая гусеница, внутри которой проводят различные кабели для движущихся элементов станка. Называется гибкий кабельный канал. Вот, то есть мы производим вот еще такую продукцию. Что такое промышленные роботы? Вот, промышленные роботы – это роботы, которые предназначены для роботизации технологических процессов. Там, где человек делает постоянно какую-то повторяющуюся работу. Например, допустим, идет конвейер, тут какие-то идут заготовки, он берет с конвейера заготовку, вставляет в станок что-то сделает с этой деталькой, потом человек берет и складывает, например, в коробку, ну или на следующий конвейер. Вот. То есть постоянно монотонное одно и то же повторяющееся движение. Вот здесь можно заменить человека роботом, и робот начинает уже выполнять эти задачи. То есть он берет, ставит в станок, после того, как станок произвел свои какие-то там работы, брать уже готовую детальку, либо складывать по какому-то алгоритму в коробку, либо ставить на конвейер. Можно ряд других еще функций положить. Может, допустим, робот взять и в какую-то там камеру провести замеры, провести, скажем так, дефектовку. Если все хорошо, то есть в одно место кладет. Если обнаружится какой-то брак, то там, допустим, в каких сферах экономики, в принципе, да, или на каких предприятиях чаще всего вкалывает робот, а не человек? Ну, проще всего заменить. Ну, как я уже говорил, это должен быть технологический процесс, который, скажем так, направлен на выпуск больших серий продукции. То есть там, где есть постоянно серийность, одно и то же изделие с одним и тем же алгоритмом. Конвейерные линии. Да. То есть это не там, где сегодня сделали одно изделие, завтра сделали другое. Робот не получится его так настраивать. То есть тут больше времени уйдет на его настройку, нежели он будет приносить пользы. Упрощение процесса производственного, то есть вот для чего, да, промышленные роботы? Это исключение человеческого фактора, человеческих ошибок, что? Смотрите, здесь в чем плюс? Я понимаю, здесь много задач. Во-первых, это, да, определенное исключение человеческого фактора. Скажем так, вот у нас один из заказчиков был из Подмосковья, город Протвино. У него линия по выпуску шпуль. Это такие картонные трубы, которые служат осью для наматывания рулонных различных материалов. То есть это линолеум, там, фольга, полиэтилен. И у него был участок, где вот туда приходят вот эти шпули вязанками. Вязанка, в зависимости там, от диаметра, от размера шпуль, но она весит до 30 килограмм. Производство работает круглосуточно в 3 смены. И вот за эти 3 смены на этом участке работает 16 рабочих, потому что они не по 8 часов, они там должны определенно меняться, потому что тяжелая работа, то есть они поработали, потом ушли на какой-то другой участок, опять поработали, ушли. И вот директор к нам пришел с такой просьбой, говорит, мне нужно заменить человеческий, у меня вот человеческий фактор, мне не важно, когда он окупится, мне не важно вообще, мне важно, чтобы убрать оттуда людей. Почему? Да потому что если один из этих 16
по какой-то причине не придет, то мне, говорит, приходится почти там бегать по всему заводу, там упрашивать людей встать на вот этот участок. Никто не хочет, он тяжелый, этот участок. Низкоквалифицированная рабочая сила. Да, мало того, что как бы... И у нас еще робот, мы сделали так, что робот у нас окупился на самом деле за, получается, не соврать, наверное, 8 или 12 месяцев, что-то такое. То есть мы настолько его сделали технологично, мы его очень сильно облегчили, за счет чего экономили электричество. В общем, очень-очень много интересных у нас там получилось технологий, мы даже несколько патентов получили на этом роботе. Это вот одна из задач, это человеческий фактор. Другой момент, это вы правильно сказали, это низкоквалифицированный труд. То есть мы убираем людей, и этих людей, вот, кстати, очень интересный вопрос, сейчас мы о нем тоже, я хотел бы его затронуть. Мы убираем, значит, низкоквалифицированный труд, и этих людей можно поставить на более высокооплачиваемую работу, а здесь будет работать робот. Вот. И он работает, во-первых, он, извините, не курит, не пьет. Там, низкий коэффициент брака. Да, низкий коэффициент. Декретный не уходит. Вот, я хотел сказать, решил толерантно как-то, да, ну, примерно так. не озвучивать, да. Вот расскажу об интересной проблеме, которая у нас есть. У нас несколько раз были диверсии на заводах, когда мы устанавливаем на заводе, который стоит глубоко в лесах, работает низкоквалифицированный персонал. Ребята думают, что вот мы сейчас робота поставим, они потеряют работу. И вот пока у меня там уходили, значит, монтажники началось, Обижали скажем робота. так, да, то есть там проводочки подрезали, там, ну, делали всякие мелкие пакости. Вот. Но на самом деле, вот это на самом деле проблема, наверное, коммуникации между руководителем завода и работниками. На самом деле, ведь эта же ситуация была в первую промышленную революцию, когда тоже там убивали промышленников, которые покупали станки. Да, низкоквалифицированный труд, конечно же, скажем так, замещался автоматизированной работой станка, но на самом деле людей же, вот, это правильно, еще раз говорю, это правильная коммуникация с работодателем. Работодателю надо доводить до своих работников, что их никто не собирается увольнять, их просто поставят на другие участки, где они будут больше, скажем так... И развиваться, и востребованы, и больше получать. Оплатой. Да, да. Та же самая промышленная революция привела к чему? Что вот эти вот низкооплачиваемые работы ушли, но благодаря вот этим станкам началось больше производиться ткань, это были ткацкие станки. Для того, чтобы больше производилось ткани, понадобилось много сырья. После того, как ткань произвелась в большом количестве и дешевая, понадобилось много швей. Швея всегда было более высокооплачиваемым, нежели вот на ткацких этих самых работах работали. Да? Опять-таки, понадобились новые магазины, продавцы, понадобилась логистика. То есть маленькая автоматизация маленького процесса, вот узкого горлышка так называемого, она привела к буму развития всего. Также наши роботы, они на большинстве технологических процессов убирают вот это узкое горлышко, где либо стоит большое количество людей, низкооплачиваемых, соответственно, у них нет на самом деле и желания-то там работать. Они там вяло все делают. А робот раз, все сделал. Все это в конечном итоге смотивирует на дальнейшем. Конечно. При этом первые промышленные роботы в США, по-моему, появились где-то в 50-х годах в США. Потом, когда к этому пришли в России, почему вы решили создать компанию, специализирующуюся на производстве промышленных роботов? И насколько сегодня это высокая конкурентная область? Я вот посмотрела, по-моему, 20 компаний всего в стране этим занимаются. Вы знаете, здесь, как говорится, все очень сложно. Насчет истории... Нет, все очень сложно, это в личной жизни. Давайте профессионально немножко по-другому. А вот не соглашусь, лично все просто. Да? Вот да. У нас с вами по-разному. Хорошо. Значит, смотрите, какой момент. Про историю я не берусь, скажем так, быть в этом деле компетентным, потому что я просто ее не изучал. У нас промышленные роботы, насколько я знаю, тоже разработки какие-то были, и вроде бы даже их делали. Если я не ошибаюсь, это было на производстве в Тольятти. Вот. Но опять-таки я боюсь ошибиться, по-моему, там что-то делали по лицензии, то есть не просто там с нуля разработали. Но в принципе все равно не было ни массового, ни серийного, ни интереса и так далее. Да, то есть их исключительно сделали под определенную задачу, и все. Как у нас это получилось? Немножко об истории компании. Аркадим, вот чтобы все запомнили, это очень просто. Это Артем, Костя, Дима. Во времена кризиса, когда наступил 2008 год, и он там потом несколько лет продолжался, я просто предложил 3 друзьям создать компанию и, скажем так, продолжить заниматься, чем мы и занимались, просто все работы и, скажем, счета проводить через одну компанию, чтобы платить налоги, чтобы оплачивать бухгалтера, иметь офис, а не быть шабашниками где-то в гараже. Вот так мы создали компанию. Там, в 2012 году один из нас, Константин, он
подошел с предложением: давайте, ребят, сделаем завод. Я сам по образованию врач-психиатр, вот, вообще до этого все время рекламой занимался. Я понимаю, почему личная жизнь хорошо. Так. Вот, да. Всю жизнь занимался рекламой, на что я говорю: Кость, где я и где завод, как бы там, да? Дима тоже примерно то же самое сказал. Ну, Костя говорит: я беру на себя весь технологический процесс, а ты как бы ты на себя продвижение компании. Ну, Дима уже тогда как бы сразу как-то он уже хотел в другое направление пойти, он потихонечку у нас из учредителей вышел. А мы так с Костей и договорились. То есть Константин у нас занимается полностью технологическими вопросами, наверное, я всегда шучу, я говорящая голова. Вот, то есть я хожу, разговариваю, договариваюсь, какие-то вопросы. В общем, продюсер, если мы имеем в виду. Наверное, можно так, да. Мы всегда вместе какие-то... Когда роботы-то пришли? Почему? Вот, сначала мы занимались тем, что мы делали различные, станки под заказ, начали делать вот этот гибкий кабельный канал, но потом в один прекрасный момент мы вот тоже решили подумать: станки сейчас делают все, как бы там, да, то есть начал Китай наступать на пятки, много всяких интересных было предложений из Китая, и они, скажем так, прям прогрессировали, с каждым годом было больше и больше. И мы стали думать: а что же не делают? Не делают роботов. Вот. Константин у нас, он просто, вот, я не знаю, он светлейшая голова там, да, то есть, вроде роботов не делаем, ну как же, роботы, это сложно, никто же не делает. Константин посмотрел и сказал: фигня. И мы буквально, наверное, не соврать, не знаю, года за полтора, может быть, даже за год, то есть мы уже его разработали и, в принципе, получили заказ и сделали. Вот. Когда мы были на выставке в одной в Москве, рядом стоял аналогичный робот. У нас роботы не как вот кука, такие как руки, да, у нас линейные роботы, это декартовые их называют роботы, там линейная система координат или еще картезианские роботы. Вот такой же робот стоял немецкий, к нам как-то подошел немец и спрашивает: там: ребята, а сколько у вас там робот стоит? Это где-то вот как раз 15-й год был, по-моему, или там, я не знаю, может 16-17. В общем, сколько у вас стоит? Перевели так на евро, пишем ему там: вот столько евро. Он посмотрел так: а вы нолик, говорит, не забыли дописать? Такие: нет, не забыли. Он такой: загрустил, ушел. В чем? Во-первых, вы же не вдвоем разрабатывали, учитывая, что вы как врач-психиатр. Как набирали эту команду? Конечно. Почему так быстро создали? И благодаря чему нолик не надо было пририсовывать? Во-первых, конечно же, команду искали по крупицам. Были люди, которые пришли, потом ушли. Вот. Что я могу сказать? Основная заслуга здесь Константина. Здесь действительно это его, во-первых, скажем так, целеустремленность и его знания. Он очень, скажем так, хорошо погружен вообще вот во все это конструкторское, имеет, скажем так, во-первых, образование, естественно, вот, он инженер-конструктор, и основная ведущая роль за ним. То есть все остальные, кто у нас был на тот момент, это были его помощники, скажем так. Да? Вот, то есть они ему помогали, но цели и задачи ставил он, многие сложные узлы разрабатывал он. Вот. Почему так быстро? Да потому что мы же предприниматели, у нас ведь результат, это когда мы что-то продаем. Вот в отличие от ученых, они получают зарплату, когда они долго и стремительно идут к этому результату. Да? И для них, на самом деле, очень важно поставить заоблачную цель, чтобы очень долго к ней идти. Мы предприниматели, нам нужен результат быстро и сразу, чтобы его быстро получил, потому что деньги мы получаем только тогда, когда у нас результат есть, который мы можем монетизировать. Соответственно, мы делали очень простые решения. Эти очень простые решения были недорогими. Вот, так как мы работали в России, нам не надо было, допустим, что-то тут, скажем так, откуда-то много завозить из-за границы. Мы оттуда брали лишь такие вещи, как вот электронику. Конечно, двигатели из-за границы, конечно, там определенная электроника, но большую часть работ мы делали здесь. А вот тот же, возвращаясь к тому же немецкому роботу, почему так дорого был? Потому что, он потом рассказал нам, у нас с ним была уже там доверительная такая беседа, он металл закупал у нас в России, вез его в Германию, соответственно, растамаживал, там делал роботов и потом вез их сюда. То есть, тут получается туда, сюда, сюда, туда, да. Вот. Я так предполагаю, просто когда вы сказали, что бизнес заинтересован в скорейшем результате, да, то есть поэтому внедряются быстрые технологии, в принципе, можно сказать, что бизнес движет технологии? То есть реклама была раньше двигателем торговли, да, то есть учитывая, что... А сейчас бизнес, двигатель науки, в том числе и технологий, я права? Вы знаете, да, но если уж по-честному говорить, двигатель технологий — это война. Вот всегда, когда война, тогда все быстро напрягаются и начинают что-то делать. У большинства чиновников была такая, скажем, политика. Зачем что-то делать здесь, когда мы можем купить за границей? Вот. Когда началось все потихонечку гаечки закручиваться,
ну, вроде начали подумать об импортозамещении. Но, к сожалению, оказалось весьма таким, скажем так, показушным. Да? Это когда покупали где-то за границей, этикетку отдирали, приклеивали свою и продавали. А сейчас что? Но сейчас настолько гайки закрутили, что, в принципе, уже такое практически невозможно. То есть приходится барахтаться, как мышь в молоке, чтобы получить сметану, Да, да? да, просто вот у меня же фамилия такая, Барахтин, вот мы и барахтаемся, да. Логично, я бы сказала. Все-таки сегодня дефицит кадров. Вот вы говорили о том, что понятно, что ваш друг, с которым вы создавали эту компанию, но вместе с тем для подобных разработок все равно нужны мозги. Конечно. Все равно нужны узкоспециализированные, узкие специалисты. Каким образом вы выстраиваете кадровый вопрос? И вообще он острый сейчас, болезненный? Вопрос кадровый, он всегда и был болезненный, и сейчас болезненный. Вот. Как выстраиваем, ну, на самом деле сложно сказать. Дело в том, что предприятие-то небольшое, то есть у нас ведь не 100-500 сотрудников, да? У нас там, ну, колеблется 15-20 человек. И, естественно, это штучный подбор. Это как, вот, не знаю, купить пиджак где-то в магазине, да, и пойти сделать пошив на заказ по меркам. Вот у нас такое вот ателье. Мы и проекты также собираем, как бы, и людей также ищем. Вот. А с кадровыми проблемами почему? Потому что у нас ведь на самом деле здесь механика, у нас не просто, вот, допустим, тот же самый программист, да, вот нам, конечно же, всегда нужны программисты. Проблема в том, что, во-первых, программисты сейчас очень много получают на различных, ну, у крупных компаний, таких как там Сбербанк, Яндекс, например, да. И мало того, что большинство этих программистов, они работают в неком виртуальном мире, да, где можно нажать кнопочку «стоп» и что-то остановилось. Ну, не знаю, там летел огромный виртуальный поезд, ты нажал «стоп», поезд сразу чик и встал, как бы, да. А у нас-то идет программирование реального железа, которое имеет определенную инерцию, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И здесь это тоже надо понимать. То есть любой программист, он должен хотя бы понимать, что он программирует реальное железку, и у него есть, а любое железо, оно подчиняется законам физики. Вот. Как бы такой вот момент. Есть другое еще, вот, связанное уже с конструкторами. Бывало так, что к нам приходят конструктора из каких-то других смежных направлений. Да? Например, там у нас все-таки Казань, да, у нас есть КАИ, Казанский авиационный институт, и у нас очень много конструкторов, вообще я имею в виду в Татарстане, которые так или иначе каким-то боком прислонены к авиационной промышленности. Вот приходит к нам, например, конструктор, мы вот, проводим, допустим, собеседование, предлагаем там работу. И вот говорим, вот надо это делать, вот так, так и так. То есть он только посмотрел, ну, для меня это сложно. То есть он всю жизнь, там, лет 10, там, может, 20, да. Он занимался проектированием крыла, вот только крыла. Крыло у него вот есть, ему надо там обтекание померить, еще какие-то там параметры. То есть никогда не выходил за рамки, не расширял свои горизонты, да? А у нас как бы, как у любой маленькой компании, там и швец, и жнец, и на дуде, и грец. И, соответственно, тому же самому конструктору ему надо и это посмотреть, и там какую-то механику, она еще как-то двигается, она еще как-то трется. А еще надо продумать, чтобы было удобно того же самого робота разобрать, например, при обслуживании, и собрать. И вот не все могут вот так вот настолько широко думать сразу, как бы, да, то есть вот узких специалистов на самом деле достаточно много. А вот такого специалиста, чтобы он мог продумать и вот эти разноплановые вещи, вот с этим тяжело. Где находитесь? Как готовите? Чем мотивируете? Вы знаете, вот не деньгами. У нас не получается деньгами мотивировать. Мы не зарабатываем очень много денег. Я думаю, что к нам идут идейные люди. То есть те, которые хотят, во-первых, что-то сделать для страны, просто что-то сделать для себя интересное, потому что очень много конструкторов, вот, кстати, да, вот я сейчас тоже вот вспомню один очень важный момент, очень много конструкторов работают так называемый стол, то есть они что-то ну, там, проектируют там, на больших каких-то предприятиях, и потом эти чертежи, их разработки, они куда-то легли. Там, да. Вот. И в итоге человек может проработать 5-10 лет, и его работа никогда, она просто не была сделана. И многих людей это угнетает, потому что им же хочется, ну, чтобы был... Ну, признание. Да, и признание, и просто даже увидеть, что это работает, что-то двигается, куда-то едет. Как бы, да. И очень многие люди, поэтому вот, они, может быть, даже готовы на какую-то меньшую зарплату пойти, но увидеть, чтобы то, что они произвели, оно работает.
Вот. Вот вы сейчас говорите, что за идеей, да, приходят. Ну, Вам я не уж- кажется, что это какое-то такое необычное веяние, тренд времени? То есть все равно очень долгие годы заработная плата, да? То есть Да нет, являлась, на самом- наверное, главной мотивацией. Не скажу, на самом деле ведь всегда двигают прогресс идейные люди, у которых есть какая-то идея, которые горят этой идеей. Да? То есть большинство, которые работают на зарплату, они работают на зарплату. Там, они где-то сидят, тихонечко работают, делают вот свое, например, крыло, да, и им все хорошо. Как бы, да? А есть люди, которые вот приходят и говорят, я хочу. Вот. У нас, ну, в основном, конечно, молодые. Да? То есть вот у нас как бы Константин и тоже, скажем так, еще главный инженер сейчас у нас есть, главный инженер, главный конструктор, как бы, да, вот. Ну-то они уже основные такие вот ведущие в этом вопросе. Скажем так, у них на подхвате сейчас молодые ребята, которые, во-первых, нарабатывают практику. Понятно, что мы стараемся, если мы развиваемся, у нас растет какой-то доход, конечно, мы стараемся больше платить. Но еще раз говорю, да, мы не корпорация, у нас, ну, к сожалению, больших зарплат нет. Хорошо, вы уже говорили об импортозамещении. Что у вас, то есть когда, как вы говорите, гайки закрутили, что оказалось? Что оказалось с электроникой? Какие проблемы пришлось решать? И насколько оперативно вы сменили, ну, логистику изменили, либо технологии, что? Ну, смотрите, так вот как бы сразу скажу. Во-первых, так как мы сами разработчики и конструктора, мы достаточно гибко и легко можем все поменять. Когда ты производишь по каким-то где-то чертежам, разработанным, не знаю, там, третьими лицами, ты не можешь гибко подойти. Мы запросто можем, то есть если мы сначала работали на японской электронике Amron, то есть мы ставили двигатели, ставили там драйвера, управляющие этими двигателями. Тут вот, когда начались проблемы с поставками, ну, как бы нам особых проблем не составило быстренько перейти, например, на Дельту. То есть мы перешли на Delta Electronics. Вот. Корейская компания. Отлично, хороший у них складской запас в России, достаточно долго все здесь держалось, все хорошо, но вот наступило СВО, начали рушиться логистические, значит, цепочки, тоже начались проблемы. Мы достаточно быстро и легко перешли на Китай. Тем более Китай, как бы он, ну, по сравнению с когда мы начинали там с 2014-2015 годом, он достаточно быстро прогрессировал, и у него уже сейчас тот Китай, что был в 2015 году, это уже не тот Китай, что сейчас. Мы изначально тоже начинали на Китае и делали на китайских двигателях. Вообще к ним никаких вопросов, они достаточно хорошо работали, четко, все было прекрасно, за редким исключением. Вот, допустим, робот работает у заказчика, проходит, ну, там, 3 года, и там что-то там сожглось, например, там сгорел двигатель, например. Вот заказчик говорит, робот тоже человек. Конечно, конечно, лечить надо, холить или леять надо, все надо делать. Вот. И вот звонит нам клиент и говорит, у нас там двигатель полетел, можете заменить? Мы, конечно, можем. Там, китайцам звоним, высылаем артикул, они присылают нам, мы такие берем, а двигатель другой. Ну, мы китайцам, ребят, как так? Мы же не ошиблись. Нет, не ошиблись. Почему другой-то? Они говорят, ну как же, 3 года же прошло, мы же сделали их лучше, радуйтесь. Мы говорим, нам не надо лучше, нам нужно такой же. Да, и вот это вот была проблема, это вот после этой проблемы мы перешли на, скажем так, уже на тех производителей, которые понимают, что надо держать, скажем, во-первых, что-то на складах, даже старых модификаций, потому что надо поддерживать вот эту вот ремонтоспособность, чтобы можно было заменить, на те же места поставить. Мы тогда справились, потому что, опять-таки, мы были разработчиками, мы там поменяли кое-какие детальки и смогли, естественно, тот двигатель приспособить к тому роботу, который был сделан на другом. Ну, все равно, если сейчас вас так послушать, нам сложно нам к технологическому суверенитету очень быстро достичь. Как вы считаете? Вы знаете... Какие-то вот главные проблемы? Главная проблема – это политическая воля. Потому что любой суверенитет – это политическая воля. Есть ряд, скажем так, задач, которые просто так на бизнесе не выйдешь. Ну вот могу просто сказать. Вот у нас в России очень много различной государственной поддержки производителя. Но там заложен определенный алгоритм. То есть, когда государство тебе дает деньги в виде субсидий, которые возвращать не надо, это кажется, что возвращать надо. Да, это не кредит. Когда ты берешь кредит, возвращаешь эти деньги банку, при этом ты все равно платишь налоги и так далее, и так далее. Тут, конечно, государство убрало этого посредника и говорит, давайте я вам дам, как бы, господа производители, деньги, начните только больше производить и платить больше налогов. Вот. То есть у любой субсидии у нее есть определенный план. То есть ты должен его как минимум привыполнить в 5 раз. В каких-то там субсидиях побольше, в каких-то там... Что нужно? Важно получить субсидию, нарастить производство и производить этой продукции больше, чтобы за, скажем так, 5 лет
вернуть налогами. Вот. И когда ты начинаешь, ну, скажем так, думать и просчитывать, на что ты берешь, то есть ты можешь взять на тот товар, который, на ту продукцию, которую ты хорошо знаешь, на которую есть спрос, но ты никогда не будешь рисковать на то, где спроса нет. Потому что вот с роботами все очень сложно. Как бы это, во-первых, очень сложные изделия, да? Не все понимают, что они там, это роботы там нужны на предприятии. Это долгие разговоры. От момента первого знакомства до заказа обычно проходит, ну, полгода, это прям, наверное, самое быстрое. Чаще всего год. Что нужно, Артем Владимирович? Останавливаем, потому что программа заканчивается. Да. Что нужно? Какая помощь нужна? Субсидии? Ну, да, конечно, нужны субсидии, и они нужны именно, вот еще раз говорю, они нужны точечные и совершенно не по тем программам, которые существуют. Сейчас Хорошо, Артем Владимирович, все, спасибо большое. Мы прощаемся. Всего доброго. До свидания.